Значит, эта тема называется фотография, что-то там, да? За пределами фотографии. За пределами фотографии. Ну, это так как мы не фотографы, честно вам скажу. По секрету. Я вот в этих фотоаппаратах, хорошо, сейчас пришли вот эти классные фотоаппараты, вот эти вот, на телефонах. Там снимаешь пальцем раз и все, ничего не надо там вот это крутить. Вот. Ну, не знаю, но хороший, классный. Вот, поэтому я даже никогда не изучал вот это там выдержка, да, есть такое слово, там выдержка, диафрагма, это я не знаю. Есть автомат, вот это я всегда... Да, автомат Калашникова, это лучшая работа, но не у всех же он есть. Вот, и еще почему? Потому что для того, чтобы работать с фотоизображением, чтобы его испортить, чтобы туда внедриться, что-то нарисовать или что такое, нужна все-таки нехорошая фотография. И вот, наверное, нас и выбрали для такого вот случая, потому что, ну, был грех. И надо так сфотографируешь и так отпечатаешь, блин. Ничего уже не сделаешь. Страшно прикоснуться. Ну, чувствуешь произведение искусства. Ну, вот его лучше порвать, помять и выбросить. Вот. А так берешь фотографию, думаешь, был такой знаменитый фотограф Саша Слюсарев. Ну, как фотограф он и есть, существует. Если кто не видел из фотографов, обязательно смотрите. Это хорошая школа. Он мне помогал там что-то, то выбирать и все такое. И когда он увидел как-то негативы мои, а потом фотографии, он говорит: кто это тебе пленку проявлял, кто тебя печатал? Ну, я так думаю, оценил, маэстро оценил. Я говорю: ну, а что такое? Говорит, он говорит: да руки надо подбивать бы этим. Я говорю: ну, не знаю, там. Кто это? Да. Знакомый попросил. Да, какой-то, да. Вот он больше не просил. Вот как раз поэтому. Да, и как раз, Следующий слайд. да, вот, ну, получилось так вот. Что это такое было, я потом узнал, что там, оказывается, шторка цеплялась там за чего-то, и как красиво получилось. Да? А если бы я вот это вот на хорошем фотоаппарате, а это на Зените, Зенит Е, Индустар объектив, это я помню просто, потому что его потом выкручивал и вставлял фотоувеличитель Крокус. Валер, я тебе знаешь, как советую? Ты сядь вот туда спиной. Тебе будет и зал видно, туда, и не так голову крутить. Спасибо. Если бы у меня жена, я вообще не... Ты бы так и сидел. И сидел неудобно. И сидел, бы вот шеей крутил. А так я вот... Налево, направо. Да, вот готовая фотография. Ну что, выбрасывать, что ли? Я с Она же Украины. виновата, да? Я с Украины, у меня дедушка, у него такой тын был завод. Он весь утыкан был гвоздями, ржавыми булавками, там чем-то, что нашел подкову. Ничего не выбрасывал. Все, как в музее. Вот музей старинных вещей. Жалко, я тогда не фотографировал. Вот. И когда я начал, это акция, перформанс, ну как документация. Это 81 год. Да. Когда я начал работать по фотографии, я работал сначала по чужим фотографиям, там, ну, 2 фотографов. Это будет дальше. А сейчас пока... Да, один из них, они будут там? Да. Ну, во всяком случае, один из них Боря Михайлов такой, знаменитый сейчас чувак, ну, самый знаменитый, да? Ну, вот, фотограф. И когда начались публикации, чья это фотография? А? Хоть она разрисована мной, но она чья фотография? А вдруг продавать их, да? Чья фотография? Я думаю, все, старые фотографии чужие отложил. И на чем работать? Ну, там нужно на своем материале. А своего материала полно. Вот, Такого как раз. хорошего. Подходящего. Да нет, хорошего. Так что никогда не выбрасывайте. Никогда не выбрасывал фотографии. Думаю, я себя складывал, как дедушка, гвоздь. В этот мало чего, может пригодится где-то прибить. У нас даже, мы же книги пишем, да, в первой книжке есть история. Упала авиабомба, это ж Харьков, да, под Харьковом, деревня. Вот. Ну и дедушка ее там прикопал. Вот. И когда война закончилась, он выкопал. И там же дорог же нету, все же, грязь там, все, да.
И машины пытались объехать прямо под домом, там, и нацепляли дом, сносили угол дома, сносили, или там забор сносили. И все ставили там дрын какой-нибудь, или ну, рельсы. Это не так просто было в то время, после войны. И девушка взяла, закопала рыбу на углу. Около дома. Да, и я помню, там вот эта головка, она была оббита, потому что мы там гвозди выравнивали, там патроны, эти пистоли там стреляли. Вот. И как-то один раз я шел со школы, в первый класс, как раз 50 Ну, не важно, какой-то какой. год. Пятый, может. Да, пятый, шестой. Вот. И смотрю, меня не пускают солдаты какие-то. Я родом, естественно, партизаны, там, украинские партизаны, не хуже белорусских. Я пробрался прямо к своему дому, за забором, а там брали мою бомбу тырит. Уже так берут ее, вот такой вот толщины, вот такая вот. И ее, значит, куда-то в мешки какие-то, там, на машину уезжают. Тут дедушка говорит, дедушка, а что отдал на мою бомбу? Ну, а на чем вы ранили эту бомбу возите? Он говорит, сейчас услышишь. Я говорю, что услышишь? И вдруг через некоторое время пойдем, баба! Такой взрыв. Там у ближайших стекла посыпались, как мы сказали. Мы бегали, смотрели, там здоровая яма, как раз бы наш дом был. Пошел, да? Вот. Так что ничего не выбрасывайте, но присматривайтесь к тем вещам, которые вы подбираете, собираете. Вот, может когда-нибудь пригодятся. Вот тоже, видите, но это уже две обработанные работы. И мы начали работать, я еще начал, нет, уже мы начали. Это еще и Валера и сам позировал, у него был Да. такой фотоаппарат с автоспуском. Нет, это нет. Тебя нет, кто-то снимал? нет, Ну, нет, ты это сам кто-то себя снимал. снимал. Это первое, мы здесь их не показываем. Первые работы мои, концептуальные такие, они записаны 62-м годом. Ну, это то, что сохранилось. То, что не ушло на ракеты. Ну, если кто знает. Валера без истории. У нас Схема очень горела, мало схема времени. хорошо горела, я ее от обертки из конфеты там завернул, поджег, и в космос. Ну, время космоса было, все же космонавты. Вот, так что я запустил в космос много очень своих первых фотографий, но 62-го года они остались. Вот. А это уже 81-го года съемки, я возвращаюсь к фотографии. Перед этим я прошел хорошую художественную школу, я стал рисовальщиком, живописцем, там, туда-сюда. Вот, хорошим. Меня по рисункам вообще приняли в союз художников. И по живописи мне сказали, что я масленист от Бога. И это говорила ученица Филонова, Белилова. Вот. Ну, я же с Украины хвостун. Вот. Не могу похвастаться. Но сначала был черный карандаш. И все это после встречи тоже с одним фотографом. Тоже можете записать, кто не знает, его нужно знать. Это Франциско Инфанто. Это наш советско-русский фотограф, художник тоже, кстати. Вот. Он снимал артефакты, он брал там какие-то зеркала в лесу, вешал, эти отражения. А я стал рисовать, у меня зеркал-то нет, я стал рисовать, выделять какие-то артефакты, там треугольники какие-то в природе. В природе существует геометрия, наверное, все знают, да? Если ты там обширным взглядом или еще каким-то, я забыл, как это называется, у Руслана Гагарина был какой-то широкий взгляд. Вот вы можете посмотреть на природу, да? Вот там, особенно сверху, если деревья такие, да? И вот ты смотришь так долго и начинаешь глаза так разводить. И ты увидишь геометрию. Там есть и шары, там есть и какие-то другие ритмы, там есть формы, там есть минималистские такие формы. В природе все это закодировано. Художник может это увидеть. Но нужен, конечно, специальная тренировка. Вот. Это я учился, потому что я работал с группой Стерлигова. Стерлигов очень Малевича, Левова, его жена была ученица Филонова. Вот. Я об этом начитался тогда, и я очень много работал с этим взглядом. И там была везде геометрия, и поэтому эту геометрию я не придумал. Я просто ее видел, чувствовал эту геометрию. Вот. Это, кстати, чужая фотография. Это же мои фотографии. Вот целая тема, уже такие
концептуальные работы с как бы раскадровка. Это в кино, вы знаете, что художники иногда работают с фото. И они раскадровку делают какого-то эпизода. И в данном случае Ева рождается из ребра Адама, потом она отделяется, она у нее еще мужские формы, потом она уже там начинает женские свои проявлять, кокетничать. Вот, потом появляется искуситель, там яблочко висит красное, и детей нет, видите, чем заканчивается. А вот это, кстати, Боря Михайлова работы. У нас хорошая коллекция его. Вот. Конечно, на хороших фотографиях и хорошо получается эффект. Он его профиль, это снимала его жена. Но мне все равно было, кто снимал. Когда я делал перформанс, я давал фотоаппарат в руки. Вот, если кто-то говорил, да я устал, я говорю, дай другому. А тот не умеет фотографировать, я говорю, ну тем лучше, не снимай. Вот. Вот это вот фотоаппарат побывал здесь в нескольких руках, это целая серия такая. Видите, качание черного квадрата. Как он туда, и в результате. И они поворачивают, раскадровывают. Раз, поворачивается, и большой план, первый план. Вот это тоже кафе, там кто-то еще снимает, и не только нашим фотоаппаратом. И такой художник Илья Кабаков, наверное, некоторые знают, он прочитал идею, что мы просто сели и сидим. И он правильно сказал, что не вы позируете на фоне кафе, а все кафе позирует. Они видят фотоаппарат, фотоаппарат – это магическая вещь. Его всегда люди чувствуют. Вы заметили, как только на вас наводят, и вы сразу или нервничаете, или закрываетесь. Или какую-то позицию прям. Там сразу позиция номер Очень один. странно. Позиция номер один, еще лучше. Глаза такие, Целый живот. счастливое лицо. Иди сюда. Дальше. Это мой сын, которому сейчас 44 года. Это другой сын. Да, другой сын. Да. От первого брата. От первого. У меня третий, это самое лучшее. Вот, потом травление. Тоже. Я очень люблю новые материалы и Всегда работаешь с ними не так, как обычные люди. да, и всегда работаю Всегда с этими по-другому. материалами. Я их я не изучаю технологию никогда. Там вот акварелью занимался, не изучал. Я только масло изучал. Акварелью не изучал, там фотографию не изучал. И вот это нужно было травление. Я тоже опять звоню этому Саше Александру Слюсареву и говорю, вот я хочу там вытравливать. Он говорит, о, старик, это ты будешь полгода только тренироваться. Я говорю, ты ладно, буду, это ты будешь полгода, а мне нужно тут завтра сделать. Нет, ты что, приезжал, мне дал кровянку, там показал, как это работает, и я сразу сделал целую серию. А я же не мог испортить работу. Вот это, кстати... Это самая первая работа, да? Да, можно сказать, одна из первых работ, это моя подруга, она стала известной очень звездой кинематографа. Кто видел «Любовь» Тодоровского? Фильм Она «Любовь»? играла главную роль. Она стала сейчас режиссером. Наташа Вышла Петрова. замуж за олигарха Сашу. Сейчас уже развелась, свободная женщина. Кого интересует. Вот. И я сделал ее первую публикацию в театральной жизни, молодежный номер театральной жизни. Она еще не знала, что она актриса будет. Вот. Это тоже в ее доме, там съемки. В этом мы уже с Наташей снимали. Да. Вот. Тут даже где-то я есть. Да, вот, только Вот лица это я. нету, да. Вот Это это ее юбка, нога ее. Дальше. То мы просто к ним забрели, и там было куча костюмов, и мы тренировались, Да. так сказать, переодевались. Потом я попробовал, хотел красить, но красить, я попробовал акварелью, она скатывается, не очень. Я карандаш взял цветной и сразу сделал 2 работы там цветным карандашом. Вот танец. А потом еще одна серия, и забыл, как называется, мы с Наташей были... Дуэт называется. Художника, дуэт, да. И мы сделали такую серию и тоже раскрасили. Вот. Черно-белое. Я печатал только, конечно, черно-белые фотографии, негативы черно-белые и черно-белые фотографии. Я на цветную так и не перешел. Потом рухнула, как это называется? СССР. СССР. Да. Там слышно в конце? Да, можете ближе.
А ты, кстати, можешь сам себе чуть-чуть Значит, за раздолбали СССР, ну, для дела, некоторые нужны. Вот. И уходила культура от этой страны, да, моей страны уходила культура. И я понимал, что уходит культура как бы из-под ног прямо. И все понимают, знают вроде бы, что без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. И мы единственные, как Александр Шацкий сказал, не бросили эту культуру, а начали с ней работать. И мы уже, хотя нас стали потом называть этими Соцарт? Нет? соцарт, да, соцарт или как? Это как я. Ну, не важно, ну, что мы работаем, значит, с издевкой, там, с СССР, ну, мы этим не занимались, а потом СССР уже не было. Мы занимались уходящей культурой. Вот. И мы что? Мы начали работать с памятниками, то, что осталось значимым после этой страницы истории. Но, и мы вдруг в газете читаем, что нужно сносить память. Ну, уже снесли там что-то одно, другое. Там, Ленина, особенно борцы с цветным металлоломом, это любили там, били за то, чтобы памятник снести, переплавляли. Или посылали за границу вагонами вот эти бюсты Ленина, там, и Сталина, там всех, кто там попадалось. Это очень был большой прибыльный бизнес. Да, и вот мы Некоторые узнали, страны что покупали и как металл просто. станцию площадь революции тоже Да, и хотят. что станцию площадь революции нужно снести. Снести все эти Напоминаю, скульптуры. тяжелая страница нашей истории. Как бы впереди будут прекрасные, там, перестройка. А как раз началась приватизация в это время в стране, и мы предложили там человек 15-20 журналистов, художников, арт-критиков прийти на станцию, выбрать скульптуру, которая им нравится. Мы приватизируем, дадим документ. И мы им дадим потом документ. Вот Это такие твой. документы выдавали. Твой, и если начнут сносить, мы скажем, а этот частная собственность. Да. Их никто не отменил. Ну, это, конечно, Вот, была да, игра, документ. как бы, но игра была такая в Как предложенных ситуациях. Гербовая печать также. С рубля, правда, но гербовая, там герб и все такое. Да, все было, так сказать, задокументировано. Да, тут серьезные люди там приходили. Это вообще гений был. Гений искусствовед был. В Пушкинском музее спился. Серега. Да. Но тогда он еще был молод, полон Да, сил. да, И текстом. через какое-то время отстали отменять субботники. Там мы как раз работали вот прям вот, происходит что-то, мы в ответ А тут субботники сразу что-то отменили. делаем. Мы объявили субботник. А мы звоним этим людям, которые приватизировали, я говорю, так, ребята, Да, тут же да, частная собственность есть. Запылились, я говорю, за это. А что делать? Я говорю, приезжайте, тряпочки берите, кисточки, флейцы, будете прочищать. Вот. Потом мы поняли, что без любви, конечно, нельзя этим заниматься. И мы позвали, это топ-модель из Рима, девушка. Вот. И это же было искусство для народа, да, такая Да. формула, все, наверное, помнят. И никто их, в общем-то, не любил, поэтому мы назвали этот перформанс «Любовь народа к искусству для народа». Видите, как матрос прижался, видите? Кстати, интересно, один исследователь там нашел, что там два матроса было, я не помню какой, такой с пистолетом, еще один матрос. Так вот, для одного из них позировал Человек по фамилии Черкашин. человек по Не фамилии. поверите, вот серьезно. Это Вилли Мельников. Да, Вилли Мельников это. И вот смотрите, этот перформанс вроде мы делали, да, это документация была, но потом эту документацию мы стали уже превращать в свои работы. И вот эта работа, которая справа, она вообще была, вообще интересно с этой моделью было, да? Ты расскажешь? Да, модель, она топ-модель из Рима приехала, сама услышала, говорит, я хочу с вами снимать. Ну, модель все-таки, я говорю, слушай, это нам нужна русская женщина. Да? А потом смотрю, она настолько красивая, ну, говорю, ладно, давай с тобой будем работать. А я говорю, а что ты же там позируешь для Vogue, Donna, там, ну, такие журналы. А она говорит, это все мусор, это посмотрели выбросили. А я хочу остаться в искусстве. Да. И вот первая работа, которую купил один из самых крупных музеев мира, да, институт Чикаго, это с ней. Вот. И именно вот эта работа. Именно с ней, да, вот эту. Но это еще не все. Вторая работа, Вторая работа. которая вот документы ее. Тоже ничего не выбрасывают.
Вот она примерно такого размера, чуть-чуть поменьше, да? Чуть-чуть поменьше, да. Мы ее в рулончике носили и где-то на машине бросили сзади, там где-то ехали в машине. И слегка И кто прижали. носил. Ну вот примерно как выставка Да, вот как я. твоя. Ну да, ребрышками, стала ребрышками. Немножко Ну, так. слушай, мы с Украины, сразу выбрасывать жалко. Я своей подруге говорю, слушай, ты пусть у тебя постоит, а мы в следующий раз приедем, Наташа, говорю, выбросим. Она говорит, ну давайте. Она вдруг звонит, слушай, у меня тут был директор одного музея, они делают русский, американский поп-арт, ну эти все Ворхол там все, и советский соцарт. Она говорит, вы знаете, что вы к соцарту не относитесь, но все-таки оно подходит, директор хочет. Ну, с нашего мусорника, вот музей американский, зачем такой выставки, там, с каталогом. Давай. Потом звонит и знаешь, что директору так понравилось, что они покупают одну работу из этой выставки. Вот они хотят вашу работу купить. Понял, Так что значит? еще одна работа с ней попала Примятость. в музей. Вот Да. так. Зачем? Вот. А потом была приватизация, там и все такое. Вот эта девушка говорит, слушай, я влюбилась в этого человека, которого приватизировали. Таких уже нету мужчин. Она не замужем. Хочу замуж. Хочу замуж. Я говорю, ну, нет проблем. Я сразу, ну, как же, правда, что там, это же искусство. Хочу, сделаем. Да, а что надо делать? Я говорю, ничего не надо, то мы сделаем. Я подумал, или же оживить его, или забронзировать ее, привести к единой форме. И мы ее забронзировали. Вот. Это у нее дома, перед выездом. Потом нас уже не пускали. Нас не пускали в этот, естественно, метро. Но это первый, Ну, короче, там первый уже- канал снимал, поэтому Да. режиссер и автор говорит, ну, мы там им сделали одну акцию, им понравилось, давай еще, я хочу с тобой сотрудничать с Наташей. А мы говорим, ну, вот у нас есть одна акция, а какая? Метро, свадьба, ну, да классно, я говорю, да, нас туда не пускают. Он говорит, это не волнуйся, она такая симпатичная актриса. Вот, мы приезжаем, рассказывал кому-то, да, генерал там сидел, глава метрополитена, Дубченко, по фамилии как раз. Такой сидит, кабинет, дубовый стол, естественно. Вот, мы зашли и говорим, вот мы, это я знаю, пошли, молодцы. Такие, это нельзя делать, ну это так, ну, а это, я на нему, смотрю, так, ну и шо вы там будете делать? Ну, вы знаете, вообще у меня другая идея. Вот мы возьмем клюшку, степашку, посадим впереди с водителями, снимем и потом расскажем детям, как вести себя в метро. Слушай, это же хорошая идея. А что вы хотели? Я говорю, да мы хотели, сейчас делаем, замначальника вызывает своего полковника. Будешь их охранять, возьми 7 милиционеров. Когда вы там поедете? В воскресенье. В воскресенье. Так, конечно, да, какая дача. Слушай. Ну, короче, пригнали этих И всех. все. И мы помчали. Дали автобус львовский, свадьба все-таки. Подписали документ, Документ, как всегда. Вася кровью расписался, он Бронзовый отпечаток там в центре. Да, причем он такой черный сидел, а когда мы приехали, вот, он какой-то светлый был, такой улыбался, такая улыбка Джаконда, 100%. Ну и потом, как начался этот проект «Конец эпохи», он начался не совсем с газет, а с того, что мы начали делать работы по московскому метро и по ВДНХ. По ВДНХ. Это вот чистая фотография была, одна чистая фотография. Хорошая, но неплохая, уже было не важно. Вот мы протравили, ну как, идея это была какая, вытравить всю культуру вот эту вот там на территории СССР, да, там закрыть все заводы, там освободить территорию и уголь возить там или что-нибудь такое. Вот. И мы все вытравили как бы там, и уже тени остались такие от скульптур, там это ВДНХ, знаете, да. Вот. И стоит человек, который всю жизнь знал одно, а тут вдруг ему американцы говорят, что это все плохо, там, нужна свобода, там, секс, наркотики, там, а ты тут ходишь. Вот, Честный партийный водку пьешь, работник. честный партийный работник.
Ну и в общем мы так и назвали вот по этой работе «Конец эпохи». Вот он стоит и все. И у меня отец такой же в шоке был в растерянности. Я думаю, многие были. Вот. А мы еще перед этим отснимали все. Это СССР уже не было, когда мы делали работу, уже СССР сняли. Причем ее не сняли, мы недавно узнали. Ее положили. А говорю, почему? Мало что. Тогда, в то время. Сказать, что рабочие, те, которые снимали, говорят, а потом тащи обратно. Не надо. Давай уложим, пусть лежат до хорошего времени. А это был павильон СССР, да? Да, Павильон, да, Центральный СССР. павильон назывался павильон СССР. И вот смотрите, интересно, тут мы как бы все время дополнительные элементы. Вот в левой работе, кто скажет сразу, что появилось того, что не было в предыдущей? Ну, могу вернуть. Там был рабочий колхозец. Ой, нет, это Не, следующее. ну это триумфалярка, она... Нет, вот посмотрите на эту работу, да, чисто Да. технически. Ладно, подскажем, времени мало. Газеты. Печатывать стали Текст. газеты. Это Причем было текст, произошло- высокое напряжение, там очередь за хлебом там в каких-то работах. В общем, как Шацкая заметила, говорит, читаешь, а это можно через зеркало. Я ее шифровал, хотя надо дометить, да? Через зеркало можно прочитать. Это тоже одна фотография. Интересно, что это один кадр, да. Да, Хотя кажется, что больше я хотел еще сделать что-то, даже снимал специально, чтобы такое грандиозное получилось. И маленькие люди грандиозные. Скульптура, архитектура, такого не было. Ну и все эти ну, символы, тут поподробнее как бы. вот, газеты, звуки, это звуки. И еще появился бронзовый акрил. Это от дадаизма. Я понимал, что человек, когда смотрит на знак, букву, он обязательно подсознание его произносит. Это механически происходит. Е. И вот серия метро тоже параллельно шла. Причем прямо во время, так сказать, этой серии, сначала первые работы были еще без Людей газет. узнаете? Кто еще помнит? Да. А потом уже стали появляться газеты, а это уже коллажи. Коллажи, вот монтаж из 3 фотографий и впечатывание, в 2 впечатывания. Ну там, видите, не получилось, но хорошо получилось. Здесь получилось еще лучше. Потом мы стали снимать с телевизора. Наташа у нас не было телевизора, Наташины родители отдали свой телевизор старенький. И мы начали с него фотографировать. И вот первые ломали памятник Ленину, первый под Львовом. Вот. И снимали вот эти конкурсы красоты. Да, то, чего раньше не Видите, показывали, Ленин конкурсы шок, Ленин красоты, упал. вдруг прям каждый день. Какие-то девчонки голые без трусов. Вот. Здесь 5 изображений. Вот эта 5 у нас стала почему-то такой важной. Может, из-за звезды, я не знаю. Это тоже, кстати, внутри черная бумага засвеченная, проявленная. Тоже все работали с одной формой. Это последний парад и демонстрация трудящихся, 90-й год. Еще Ленин висел на ГУМе последний раз. Дальше. Потом мы пришли как на ВДНХ, там гулянка, газета «Правда» юбилей. Они выкатили бучку там вина, там, набухались. Цыган позвали. Свобода, цыгане. Мы поняли, что все, коммунизм конец. Почувствовали вкус, деньги. Цыгане там играют. Причем тоже интересна технология. Мы не все хорошо Фиксировали. фиксировали. Фиксажем пользовались очень редко. Вот. Специально или не дофиксировали. И поэтому, видите, вот это вот со временем появляются какие-то цвета такие разные. Бурые, да. Бурые, зеленые, здесь не все видно, как бы, а сейчас вообще они там какие-то. Очень красиво получается. Как бы работа живет вместе со мной, она состаривается, стареет, может они вообще исчезнут, кто его знает. Мы их не продавали, кстати. Вот. И такой портрет сделали Горбачева, как видите, 15 августа, а 20 какого-то? 1 1 августа путч произошел. То есть он был президентом, а тут... Исчезновение Горбачева. Началось Огонек на исчезновение. обложке печатал. Здесь есть? Да. Вот. 91 год. Причем сначала напечатала «Культура», кажется, или литературная газета. Литературная газета И напечатана. они это, глазки ему прорисовали везде. Вот ему Везде, где черные, там ретушь, же собрали. еще советская технология, ретушь. А здесь я сказал ничего не трогать. И Горбачев еще, как-то Горбачев вручал нам какую-то табличку, мы были самые креативные фотохудожники года, от Союза журналистов еще фото. И он нам вручал, и он показал на нашем каталожке, я говорю, вот мы портрет сделали ваш.
Говорит, помню этот портрет, помню, я в «Звезде». Хороший портрет, давай опять делать. Я говорю, ага, сейчас. Тоже почти такой размер, немножко меньше работа. Тоже 5 штук, если вы заметили, это 5 изображений. Вот. Это такой символ как бы свободы, да, символ бабочки. Ну сколько она там живет? Там, день, два, три, у кого как. Так и свобода, мы поняли, что это свобода от всего, свобода от всего. Если кто-то дожил, помните, да? Порнуха пошла по этому. В общем, мы думали, что вот это и есть демократия, как бы. Американцы сказали, никакой цензуры не должно быть там. Мы когда в Америку приехали, Там вот так вот палец не покажешь. палец убирают. А не дай бог там кто-то что-то сказал там. Это вот фильмы иногда там пробиваются, да, через границу, там фа. Там, этого нету. Не дай бог. Это только на экспорт. Фильм какой-то был смешной. Его давай пересмотрим, давай. Блин, вообще ничего смешного. Вообще все убрали. Там уже, помните, этот знаменитый Валера! белобрысый, забыл микрофон отключить, пошел в туалет и там мочится. Бенни Хилл или... Ну кто-то, да, знаменитый фильм. Там у нас этого нету. Да, в американской версии по телевидению Да, нет. самое смешное все убрали. Да, вот это вот, кстати, эти бабочки, их было, есть 3. Да. И когда мы их выставляли, мы обычно делали всегда что-то в пространстве. Вот это... Это концертная зала России, Да. которая нет уже. Если вы посмотрите, вот эти красные подушки были сделаны для этой выставки. И они поднимаются вверх, А, вот это эти же подушки, а на самом верху вон там черный квадрат. Видите? которые пророс А из него торчит цветок. цветком. Называется Музей метрополитена начинает весну Да. России. «Весну в Это России». 93-й год, да. То есть мы уже тогда почувствовали, что что-то, может быть, начинает немножко налаживаться. Это большая, там и налево идет, направо идет. Там целая история, она в книжке описана. Нет, Валера, не стоит. Она в книжке описана. Не Там было успеем 2 ничего. пожарника, если почитать. Тоже работа 2-метровая такие, метро. Это мы делали тоже, Вселенная помогала. Это очень новый период был для нас. Мы тогда делали обычное отправление. Сергей Соловьев, такой режиссер, он нам предложил оформить его презентацию «Дом под звездным небом» в кинотеатре России на Пушкинской площади. Вот. И мы сказали, что нам нужны большие фотографии. Он говорит, да нет проблем. И он их напечатал, тогда это было сложно, но он напечатал в космическом городе. В Звездном В городке. Звездном городке. И мы первый раз, благодаря ему, одну работу мы составили из 6 метров. Вот, а эти, значит, Метр на полтора метр где-то, 20 да? где-то. Или метр 20 на Да. метр 70, что-то такое было. И мы первого тоже делали из них коллажи. Да. И выставляли их много раз разными выставка способами. отсутствующая здесь. Ну, что... Нет, Евгений не Яковлевич. отсутствует. Есть Евгений Яковлевич. Евгений Яковлевич. Я уже думал, я без Дух вас его с нами. мучаюсь. Все, Березнер с нами. Березнер сделал, Еще назад, конечно. если Еще я знал, как страница, назад. историческая страница. Березнер первый сделал выставку художественных фотографий без журналистов. Он первый сделал. За что получил? И от Свиблова, и там, и от всех. Это наша была инсталляция. Как раз Белоруссия, Украина и Россия. Вот он любит эту тройку. Мы уже тогда, это 93-й год, да? Мы тогда уже сделали презентацию нашего музея, потому что нам, если помните, в то время там институты превращались в академии, там вообще, Школа, институт, да, университет, Да. в общем, там все стало Ну, в общем, меняться. да. Да, И мы- вот и как мы тогда- назвался, так типа ты и есть. Да, а мы думаем, что такое? У нас и коллекция, у нас и лекции, там, у нас все. Мы тоже сказали, что мы музей метрополитен Черкашина. А мы познакомились с Наташей в метро, поэтому тут органика полная. Что там надо? Окно открыто, просто я смотрю. А, я- всё, наверное, всё, дает жарче, теплый жарче. воздух, да. А вот в этих работах тоже они обтрамлены газетами? Или это настоящий золотой пакет, скажите? А, В
вообще вот Да. А ты как думаешь, я знаю нас. Золотой. Это мы из золота делали натурального. Это, конечно, те же самые газеты, но они так сделаны, что действительно они выглядят как макет. Это наши музейные рамы. Дело в том, что мы жили в однокомнатной квартире. Все это делается в однокомнатной Всё квартире, шло выращивали на И у нас пришло, как это сделать так, ванны чтобы травили, печатали. да, хоть куда-то где-то хранить. Большие Поэтому работы в комнате делали. Это Все это пропуск плоское, внутрь все это... становится, вот ставишь и идешь обедать там. Ты же видел, мы приехали с двумя тоненькими папочками и такой сверточек. Вот и Это всё. благодаря, И вот это все здесь потому что мы жили именно в однокомнатной квартире, все было лаконично, лапидарно, 20 метров, да? Вот. И, в общем, это вся, любая ситуация вокруг художника, она способствует его творческому процессу. И вот эти две работы Это, назывались это залы музея. залы музея метрополитена. Это Да. то был Вот зал, это солнце. зал солнца, черного солнца. Это зал Черного черного квадрата. Дальше. Это мода русского авангарда. Она может и Это так, и прыжок так. черный квадрат. Дальше. А потом мы думаем, супрематизм, все спрашивают. Мы сделали модель. Между двумя черными квадратами поставили кровать, и можно было лечь, закрыть глаза и получить супрематический кайф. Вы представляете, что такое супрематизм? Там расслабиться, там целая история. Это вот, видите, как она выдерживает любой размер. Маленькая работа, которая там. И это тоже она. Дальше. Вот это как раз время, когда мы делали Горбачева, и мы сделали вот это. Стоят ноги на газете, на которой написано СССР. Тоже 5 кадров. Это до Путча как раз еще СССР существует. И мы тоже переворачиваем негатив. И получается СС. Понятно. Вот. И депутаты там выступают, там, артисты. Появились новые артисты. Да. Вот это тоже, это все в однокомнатной квартире делалось. 6 метров с чем-то, вот так. Это Берлин. В Берлине мы делали большая выставка, там несколько стран. И вот эти сбоку, это все Вот это Соловьев, кстати, как мы ему портрет сделали. да, газеты как бы покрашенные. И когда туда заходишь, как туннель такой мы сделали, они как, ну типа как обои. тоже Тоже. как будто подземелье. Да. И вот интересно, что И там как будто вот гул. такой какой-то. эксперимент делал, глаза закрываешь, вот идешь, и вдруг какой-то гул начинается. Какой-то шум, такой шелест, когда заходишь в этот туннель. Ну, вот это поближе работа. А мы их две сделали. Вот та, которая там в Берлине была, это мы... Она по старым технологиям, Она по старым которые технологиям, крутятся. она меняется. У нее там цвет буро, серо-буро-малиновый какой-то, а это все сделано Чистенько. И чистенько. Ну и выставлялась она в Америке. Люди Первый как раз. раз идут, очень новенькие. Да. Ну, естественно, у меня галстук. Это вот во Всемирном банке в Вашингтоне выставлено. Да, мы все время ее как-то по-разному могли транслировать. Но тут еще интересно, вот посмотрите сюда, это цветы Да. из газет. Это тоже такой был наш атрибут, такой же, как и фигуры. И очень часто для каждой выставки почти мы делали новые цветы, потому как они долго не хранились. А вот Ну. ты пропустила, мы стерли эту работу. А? Стерли работу, где могила была. А ее здесь не было. Не было. А мы за сколько? За несколько месяцев до падения СССР мы сделали в развалинах. Там Старого дома сделали похороны на втором эпохи. этаже скопано все это. Потолок висит, знаете, сыпется что-то. Там было крытие, там народу было, все 300 точно. Вот. Ну, это целая история, я не буду рассказывать. Я к тому, что мы там скопали такое это, обложили кирпичиками, и такая была могила эпохи. И мы первый раз сделали могила цветочки. эпохи, могила СССР. И первый раз там цветочки стояли. Цветочки бумажные, но еще такие кладбищенские, из вот этой такой гофрированной бумаги. Вот там впервые цветочки сделали. А потом уже цветы из газет. Это кто-то, я даже не понял, что мы сделали. Это вот недавно нам кто-то там даже написал, да? Да, что Шапаренко. еще было СССР, а вы его уже похоронили. Да, что мы похоронили в то время, когда он еще был. И мало того, мы еще его это как поминали. Там, типа, там не рассказывать,
мы выдавали каждому мерный стаканчик. И кусок черного хлеба. Русский должен его знать, и кусочек черного хлеба сверху. Помяните это. Помяните всем говорят. Нас чуть не побили, но все нормально. А вот потом тут немножко, ну не немножко, а много пропущено. Дело в том, что мы в первый раз в жизни выехали в 1994 году в Америку. У нас была там выставка в музее Санта-Фе. И когда мы вернулись сюда, мы вдруг почувствовали, что вот эта красно-черная тема Драматизм закончилась. закончился, и мы не понимаем, что. Мы И что-то должно получиться другое. И пошла другая тема, которую мы назвали «Миражи империи». И причем тоже вот для фотографов интересно, я говорю, ничего не выбрасывайте. Мы спешили. А вот давай спросим, тема может отличаться, на их взгляд, от того, что было раньше. Там тоже были такие светленькие, вытравленные, чем-то отличаются. Симметрия. Раньше она сходилась к центру, а сейчас Нет, не только. Цвет более графичный. Цвет, а еще что? Вот я тогда расскажу. Вот чего не было раньше, тогда Валера будет Я рассказывать. расскажу. Спешили, и там травление, это все такое, это фиксация, это столько работы там. И я смотрю, что это не получилось. И я хватаю ее, так сказал, помял и выбросил. Но я же говорил, я столько времени, я это понимаю. Думаю, столько работы сюда, ну, подарим кому-нибудь, кто не понимает, там, едем куда-то в Лондон. И я ее раскатываю, аллилуйя, все, это оно. И все, и мы начали там задувать с разных сторон. И получилось это «Мираж империи». Это вообще первая работа. И мы поехали в Америку, и Лос-Анджелес Каунти музей крупнейший там. Они так смотрят, работу откладывают, уже несколько раз отложили, таких обычных. Вот, думаю, ну все, уже хорошо. А потом они увидели эти, и эти такой в общую кучу. А это что? И вот они тоже такие. Ну и потом, конечно, как Это всегда, на размер выходили. Евгений Яковлевич нас пригласил сделать выставку В Братиславе. Мгм. Да, там тоже был фотофестиваль братиславский. Ну и уже вот эти работы, они, конечно, мы как это, почему-то монументалисты, уж не знаю почему. Мы всегда любим большие А размеры тут- делать. А это русский музей. А это выставка в Русском музее. Это скульптуры с фонтана республик, фонтан дружбы народов. Мы уже скоро узнаем, но какой-то из них русский музей купил буквально вот Перед нашей поездкой. 2 недели назад. Это русский музей. Видите, нету этих плинтусов, нету. Они ремонт затеяли ремонт. И они все извинялись. Вы извините, мы тут ремонт будем делать, поэтому там такая грязь, потом все это. А мы говорим, а нам татаров какая разница? Нам как раз хорошо, у нас все оборванное было. Не, мы только мы посмотрели, плинтусов нет, ладно, мы раму убрали. Ну, взяли раму, поэтому. Это, кстати, фотография, ну, его нету. Василия Прудникова. Василий Прудников. Это в Хьюстоне тоже была. Хьюстон. Вот так выглядела Да, эта это большая комната. Там 2 видеотрансляции, там вороны летали, такая свалка такая, вороны летают, каркают. И это скульптуры все. Потом в 1994 году поехали в США, нас позвали в музей на выставку. Это первое впечатление в Нью-Йорке. Немножко поменьше работы в натуре. Таймс-сквер. Вот. Близнецы еще стоят, видите. Тоже придумали, тоже хитро сделали. Вот так вот сделали, да, сложили четверо. Это 4 фотографии 50 на 60 на подложке такой мятой, которая как Уезжаешь, будто бы на с стеночку рамой, да? набил, из кармана рамочки вынул, так, рулон газеты, да, такой, отбил, и они в рамах такие, это без Да. рам еще. И мы приезжали с такой папочкой, они говорят, а как выставка, у нас же там 2 зала. Ну, спокойно. И когда вот это все разворачивали, сразу получалось очень интересно. А что это за доктора, которые сжимают кольцо? Очень подходит. Где? На предыдущей работе. Ну, вот, Это матрос. это матрос. Это как это, морские Американские пехотинцы. морские Это просто пехотинцы. мы их сняли на улице, и из Бруклинского моста сняли вот эту панораму Мочится, города. наверное. Я И думаю, это здесь мы еще врачи. зеркально Врачи. используем. На ноги свои мочатся, Сумасшедшие сейчас и целовать будут. успокаивают его, сжимают кольцо. Да, кольцо сжимают, вот как в России. Ну это тоже внизу как бы улицы Нью-Йорка, Да, а точно. сверху это вид с Бруклинского моста.
Ну и Это вот такая вот много инсталляция работ. была у нас в библиотеке иностранной литературы. И вот цветы, другие цветы уже. Вот передавай дальше. Это в Нью-Йорке тоже работа по Нью-Йорку, она состоит вот из 5 работ. Вот здесь рамы, видите, они в рамах. А тут просто рулончик скатал. Особенно понизу хорошо видно эти, да? Да, да. Вот тоже работка 6 метров на 9. Это русский музей. Вот мы приехали, там зал, 5 залов. Мы выгружаемся из этого, с плацкартного своего А вагона. там будет, да, ну, картинку. Будет картинка? Ага, ну расскажи. Ну тогда давай дальше. Ну не важно, потом увидите просто. Да. Вот. А у нас 2 рулона таких вот, 2 рулона таких. Они И как всё. раз вошли, главное, в один этот Плацкартный вагон. плацкартный вагон под одно сиденье. Вот, мы вышли, нас встречает там легковая машина, мы туда загрузили, кинули багажник. Подходят какие-то такие ребята, думаю, бандиты что ли. Говорят, давай документы. Я говорю, в смысле, какие документы? Мы сами загрузим. В смысле, я говорю, Из надо грузового еще грузить. вагона. Так вот сказали 5 залов. Я говорю, вы из музея что ли? Говорят, ну да, мы с русского музея. Ничего себе, думаю, лицо музея. Смотрим, стоит фура там такая. Они хотят 5 этих залов загрузить. Вот. Мы говорим, нет, все, спасибо, мы все сделали. Лучше не связываться с пацанами. А это, кстати, работа посвящена событиям 2001 года, 11 сентября. Я знаю, здесь Вот будет, этот наверное. нижний ряд, люди стоят, мы просто там были как раз в конце сентября 2001 года, и мы сняли, сначала пошли посмотреть, ну что там осталось. Ну, У нас Ужас инсталляция какая-то, была такая. задумана, мы с Евросоюзом работали, и была задумана, потому что нас с ООН выгнали. Вот, мы хотели сделать между 2 близнецами, натянуть троса, и там должны были улетать банкноты европейские, климат такие. Вот. И мы как раз в сентябре, у нас билеты, мы должны были договариваться с инженерами, там всеми, какие троса натягивать, спонсоры, там, где их там, писать и все такое. И все, мы тут смотрим, разрушили нашу инсталляцию. Вот так. да. И потом мы ничего там снимать эти развалины не стали, но мы когда обернулись, чтобы уходить, мы вдруг увидели вот этот ряд людей, которые стояли. Не там, улыбаются, никто рыдали, не улыбается, а плакали, часть из смотрели них на плачет. всё это. Потому что там погибли Да. жертвы. Там были. Вот. И мы сняли этих людей вот внизу, а за ними, как бы в форме башен, город, он просто продолжал жить. И уже там вокруг этого и сувениры стали Да, продавать, бизнес и всё. пошел. По-американски, знаете, как они мгновенно реагируют, уже там И какой-то тоже бизнес завертелся, и жизнь продолжилась. еще интересно, что эта инсталляция, она стояла на оси. На оси стояла, и я там в бухгалтерии взял этот Вентилятор. привязал проволокой, 2 гвоздя набил вот это вот. И она между этим ходила, как она шла. Она так вот слегка поворачивалась Да. немножко так. Она очень медленно двигалась. Туда дынь, потом обратно. Дынь, обратно. И так незаметно вроде. Но когда человек подходил, а там же плинтуса нет, еще нету, у него крыша ехала. И почему-то все начинали топать по полу и смотреть по плинтусам, как же Мы как сделали это что-то. шатается земля под ногами. Да? У нас идея была, что после 11 сентября земля пошатнулась. Не только у нас, а у американцев. Такая идея была. И вот интересно, эта работа, Это она состоит из 16 кусков. да, кусков. Ну, однокомнатная квартира. И вот мы сегодня говорили, что был такой зал Да. у Союза фотохудожников с Фотохудожников. зеркальным потолком. Да. И мы сделали Нью-Йорк реальный и ирреальный. Знаете, это зеркало. То есть Ну, вверх Наташа ногами. специально поставила. Да, вверх А там ногами люди, реальный. которые заходили, половина из них, кто не знал особенно, Да. считали, что новые черкашные труженики. Мы знали, что это, но столько сделать работ, а тут же в 2 раза больше работ, это же по кругу, это ж только Ну да, это один угол, угол а там еще есть. этот угол, и тут еще. Но сколько сделать работ, а мы говорили, ну да. А вот эти рулоны. Это мы с поезда, Наташа перекосилась. Приходит зав отдела новейшей печенье, такой Боровский. И я говорю, а работы придут, мол, привезут? Я говорю, да нет, это и все, что мы привезли. Он как? Он побледнел явно. Через 5 дней открытия вообще официально, там все же.
Я говорю, Саша, не волнуйся, мы тут с запасом взяли. И действительно, мы такой рулончик забрали с собой домой. Ну, так как мы путешествовали, то по Германии делали работу тоже. Да, после того, как мы изучили и отработали СССР, мы поняли, что были же еще империи какие-то. И у нас возник проект «4 империи». Ну, вообще, миражи империи, даже Миражи. 4, не 4. Не, ну, сначала 4 империи. Мы, значит, взяли полувосточная, полузападная СССР, западная Германия, а потом мы хотели Японию, промахнулись. Китай нужно было брать. Вот. И новая империя, мы называли ее новая империя, все американцы возмущались. Ну, мы говорили, не надо. Вы в этом ничего не понимаете. Вы новая империя. Была у вас. А это Гёте-институт, это уважаемый Евгений Яковлевич. Благодаря Был куратором, да. был куратор и все это организовал. Вот. Народу было очень много. Как кто-то говорил, войти в Гёте-институт нужно было в очереди. А когда обычно там мы были на их выставках, человек 10 приходило, они ставили бутылку вина одного какого-то недорогого, и все время одна пачка этих соломы, такой сухой, знаете, вкусный. Но я так понял, что это одна и та же пачка, потому что каждый брал по одной, начинал есть, она уже прелая. Валера. Каждый старался туда ее вернуть. Я обратно вернул, чтобы не это. И на следующую выставку они опять выставляли. Это как индусы, кстати, всегда носят подносы, и там все захватают. И все, и контролируют, и они все носят. А там, 2 человека, которые едят. Я показываю. Это немецкий, да, немецкий зал. Германия, да. Немецкий зал. Подводные проекты. Да. Началось все с того, что мы попали на Тихий океан. Под Сан-Франциско. И он так поразил, Я потому первый что раз это не море, это меня просто потрясающе. эти волны, просто я чувствовал вот эту энергию. И я говорю, тут надо Что-то сделать. уважуху проявить товарищу океану. И мы решили подарить самое дорогое, это работу. И мы вот эту работу ему подарили. Вот. Я как раз купил это. Тапочки вот эти. Тапочки для кунг-фу, Для такие кунг-фу. черненькие, за доллар. Да. И благодаря им я, наверное, устоял. Ну, я тогда занимался карате, был инструктором карате, я хорошо так двигался. И я стою, отчитали мы 12-й класс, и я встал, положил работу, и говорю, Тихий океан, это тебе работа. И вдруг я чистился. Ба-ба! У них там не 12-й класс. Как шарахнул, я в шляпе повысил, воды полная, но я устоял. Значит, оглядываюсь, нет работы. Я говорю, спасибо, океан, ты принял нашу работу. Я только раз выхожу, оглядываюсь, а подошва там осталась. Тапочки расклеили. Вверх есть, я чувствую, что там ноги как-то не нужно. Я оглядываюсь, а там подошва осталась. Как памятник, Слив оставил. Да, осталось. Качество сразу мы поняли. Но это дало классную идею. Сначала мы даже не понимали. Мы что-то говорили, говорим, что мы будем всем дарить работу? Давай будем просто их купать. Ну, вы знаете, Мы я с с Украины, да, Украины. заболели. И мы на Майами-Бич поехали. Да. Давай дальше. Потом в Лондон попали, там Гильберт Джордж. Мы говорим, есть ванная. И кто не знает, это Гильберт Джордж очень знаменитый. Да, а фотографом Первые номера. Да. надо знать. Они нас так и встретили, они так фотографируются. Вот. А они говорят, у нас нет ванны. Я говорю, как нет ванны? Ну, душ есть, ну пошли в душ. И мы в душ. И там Души, вот фонтаны, Темзель, река. фонтане времени, Где там только не начали попали. купать, пока не попали на, скажите, на какой стадион похож? Похоже на Лужники сам стадион. Лужники. Но на самом деле это Берлин, стадион Олимпия. Строились почти одно и то же время. Где Это в где была 36-м Олимпиада, году. Гитлеровская Олимпиада была. И здесь Лени Рифеншталь снимала там. Триумф воли. Да, «Триумф воли», да. Олимпия. «Триумф воли» это про режим, а это Олимпия был. Фильм очень классный.
Она же все придумала. Да, Бегущая вот. камера, вверх, снизу. Рано я сверху, это сделала. Снизу, да. Копала ямки под прыгунами, подводные съемки, когда входят, вот это. Она все за что и посадили. И вот, короче, Она тоже я и Валерий сижу тут и говорю, слушай, тут такой классный бассейн, надо делать выставку. Ну и мы тогда вспомнили И мы- какого-то профессора. Договорились, в Целая общем, история. чудом не будем Чудом рассказывать как. договорились, Чудом, абсолютно. Приготовили работы за год, мы готовили целый Телевидение год, подключилось до ЧВЛ. тоже в последний Начали снимать момент. еще дома. Подводный оператор был. Мы Леня Рифеншталь приглашали, но немцы побоялись. Ну, такие дивы, такие бюрократы, ну вы знаете. Она еще была жива. Да, она была жива. Подводной съемкой занималась. 101 год, что ли, еще молодая была. Насколько я понимаю, чем дальше, тем лучше. Вот, И ну, было очень интересно, я просто сейчас вам быстро показываю, может быть, видео Давай, покажем, да? давай дальше. Или дальше. Тут Ну, в время конце какое- так. сейчас придет. А, О, какое-то И телевидение. вот это люди, которые Это были не на наши? нашем перформансе. Тут и, в общем, Deutsche Welle, и директор стадиона, и наши друзья немецкие. Вот такая Вот вся компания. группа купалась, детей они поприводили. Да, да. Оператор был подводный. А через это, год... это главный редактор в желтой куртке, главный редактор телевидения Deutsche Welle. Да. А через год нам предложили выставку в Берлине, и мы там сделали выставку, посвященную, один из залов, посвященную подводной выставке. И мы как бы воссоздали вот эту вот атмосферу. Видите, как будто плавают там. Кто-то говорил, мы как в подводной лодке, а это окна. И интересно, что вот, видите, там фигуры ныряют. Вот часть из них Отсюда, да. отсюда. Да, вот эти вот какие-то из них. Давай дальше. Потом у нас возникла тема «Любимые портреты народов мира». Ну, это тоже целая история. Целая Давай история, как она дальше. В возникла. 24 году. Вот. Но вот благодаря этому письму она возникла с нашим другом переписка и вылилась потом в целый большой проект. Мы начали... Мы везде ксероксы снимали, Копировать, да. в каких странах были, потом друзья нам какие-то ксероксы присылали. Дарили деньги мелкие. Да. И мы стали делать такие вот портреты с разных банкнот. Это греческий. Греческий бог, да, Аполлон. Да. И как-то нам Конечно, немецкие. наша дилер предложила в Вашингтоне Ой, в первый, Ситибанке сделать американский. выставку по России, по СССР там это. Мы сказали, нет, зачем, давай сделать по банкнотам. Мы сделали по банкнотам. И потом идея расширилась. Это вот Ситибанк. Вот это Ситибанк. Это первая выставка была у нас в банке, и им очень понравилась вообще идея. Цветы, Они были да. в восторге. Да, ну как всегда наши цветы Да, фирменные. и потом нам спонсировали что-то. Они спонсировали, да, открытие. А потом еще, ну как бы пошло, это Флитбанк. Его сейчас нет, он поглощен, я не помню, какой-то американским банком. Это Empire State Building, знаете, да? Вот первые два этажа занимал этот банк. Это на первом этаже, в окна как раз. Это американские там в центре, будем дальше. И потом, значит, у нас была инсталляция во Всемирном банке, все знают, Волк-банк такой, бандитский банк мировой. И у нас была инсталляция. А вот здесь вот туда и туда два больших водоема. Там 400 квадратных метров, там 300. На 3 этажа И мы с внизу. куратором, на 3 этажа, да, мы с куратором идем, и куратор говорит, вы же с водой работаете, но мне не нравится, они пустые, вы можете что-нибудь сделать? Ну, да, мы, конечно. И на Наташу смотрим. Она говорит, идея есть? Я говорю, конечно, я Наташа. Наташа на меня смотрит. Я тоже немножко растерялся, а потом он так это взмолился, говорю, Господи, говорю, ну дал же такой шанс, говорю, дай же идею. Я говорю, ну есть. Она говорит, ну что? Я говорю, ну сейчас меняют банкноты, Евросоюз, еще только разговоры шли. Только банковская система должна была переходить на евро. Вот. И в этот год мы подали заявку им, и все. Президент Всемирного банка понравилось ему, и мы сделали 6 месяцев, мы отмывали большие банки. Вот такие. Покажи, вот такие банки отмывали 6 месяцев подряд.
Вернуть? Монтаж, это на монтаже. Там воду слили, и мы там в сапогах. Бюрократы страшные. Вот это общий вид. А рядом бассейн мы сделали, рядом фонтан. Было два бассейна, один большой, другой маленький. И мы там сделали те валюты, это, кстати, сакс, изобретатель саксофона на бельгийский. И мы сделали там три или четыре страны, четыре страны, которые не вошли в валютный союз тогда. Греция, Британия, Швеция и Дания. да. Можно еще вопрос? А на чем вы печатали? Это фото. Прямо сейчас. Мы делали ксероксы из Хорошо, сейчас банкнот, мы потом переснимали на листки черно-белый. Ну, чтобы он плавал, чтобы не Это ламинировано с двух сторон ламинацией. И винил. Ну вот, можете так поближе посмотреть. Все уже. Они, то есть, Уже. И последний кадр со Всемирным банком. Последний кадр. Это вот президент Всемирного банка. И потом они сделали годовой отчет с нашей инсталляцией. И купили несколько работ. Это половина работы в постоянную экспозицию. А сейчас будет у нас в 99 году мы в школе визуального искусства делали лекцию, и потом нам директор просто сказал: идите на вот в компьютерный зал, и вас там наконец научат фотошопу, потому что вы делаете фотошоп руками. Он И нас мы- называл русский фотошоп. Да, в то время делали вот такие работы, И если чё? И они чё? слоями. Он говорит, ну вы делаете одну работу, а так сделал одну, и продавай. Вот это все из кусков, но сделано как будто одна работа. На самом деле тут 6 полос, И они сделаны вот так. как корзинка переплетены. Плетеная корзинка. Ну и потом вот эта работа вы видели уже, да? Она из 16 кусков состоит. И А вот- это первая диджитал работа. Наша первая диджитал. Причем интересно, это 99-й год. И я сижу в фотошопе и наращиваю вот эти вот Верхушечки штучки наверху. А помните, когда завалились близнецы, там есть даже мы из Фотографии, газеты где такие сохранили сетки. газету, где вот эта верхушечка, ну, один в один была там. Такое было. И вот это тоже из первых работ. Да, в то же время сделано. Когда директор это увидел, он вообще за 3 дня, за 3 часа эти ручки, которые все руками делают, вдруг. Ну и дальше пошло-поехало. У нас был перерыв до 2003 года, потому что тогда чернила не были еще достаточно хороши. Это мы делали все с черно-белых негативов, Сканировали. черно-белый негатив. И потом обрабатывали в Да. фотошопе. Вот детали как бы. чтобы Это вот понять. деталь этой работы. Такие ауры вокруг людей, это мы еще протравливали, еще руками когда делали. Эта серия посвящена тоже 11 сентября, называлась «Нью-Йорк Феникс». Спорт в СССР. Здесь мы соединили как бы исторические медальоны по спорту и архитектуру с современными людьми. Это была выставка в Греции для Олимпиады. Следующая серия, она включает в себя вот как бы немножко отголоски предыдущей и посвящена балету Стравинского. Ну, ты же знаешь, я с Украины, поэтому Так. предыдущую работу зачем? Можно еще использовать. Надел вторую раз и получилось 3. Потом у нас был такой грандиозный проект «Глобальный Если андеграунд». вы помните, мы познакомились с метро. Да, метро 33 стран мы намерились У нас соединить проект был, через да, наши Глобальный андеграунд. работы. И начали Это первая мы, работа по Нью-Йоркскому метро, Таймс-сквер. мы тогда в основном, все-таки большую часть времени жили в Нью-Йорке, хотя и где-то половину тут. И когда мы сделали эти работы, мы поняли, что мы что-то такое вот зацепили. Мы еще сначала сняли таким простым фотоаппаратиком, там половину видно, половину не видно, пришлось купить фотоаппарат настоящий. Это Москва, как вы догадались. Я тогда помню, Валер, у нас просто Ну, 5 не важно. минут, помнишь? это наш совместный проект, это Стокгольм. Стокгольм, такое потрясающее метро, как пещеры. Вот, наверное, после Москвы Стокгольм вторые. по Это метро. была выставка в По музее, интересному метро. музее современного искусства в У них Москве. 6 залов или больше. Они дают художникам на 5 лет, кажется. Они их будут разрисовывать. Меняется, да? А? Экспозиция меняется. Да, Да. наверное, так они сказали. Это Москва-Бильбао, и мы стали еще параллельно делать видео по метро. Здесь вот одно из видео. Это на вензаводе. Винзавод, зал Белого, да, или Просто красный, очень я уж не интересная история, помню. но некогда рассказать. Вот открытие. Там испанцы спонсировали, поэтому вина было много, было больше 1000 людей пришло, там они считали. В Дубае этот же проект был выставлен в 2011 году. Корейский дизайнер был. Это работы, которые по
по готовым странам был. 30 работ готовых по другим станциям метро. И были они заказали специальные- 8 работ, он, видите, 2,5 метра такие работы. Вот это целый Ну, стенд. вот один из стендов, да, и там были работы Это именно громадно. по Дубаю. Вот. Верни. А, Очень серьезный был проект, потому что, видите, кто открывал? Это их Шейх Дубаев открывал, да. Руку жал, Наташа, можете пожать через одну руку пожать. Шейх вообще женщинами не очень. Это вот одна из станций метро, были в 2009 году построено метро. Строили японцы. Да, это вот вторая станция. Это автобусы. Дубай, все Дубай, да. В Дубае они заставили нас делать автобусы. Они пообещали деньги нам, потом сказали, что а мы на метро, за метро. Они сказали, ну если вы не сделаете автобусы, такси, там еще водяной транспорт, то мы вам не заплатим. Да. Ну, их 8 работ, ну, все тут сейчас мы не будем тогда. Была серия Мы монументы. сделали, это было интересно. Люди-монументы, как бы. В каждом городе мы параллельно с метро снимали людей. И интересно, что Снизу, вообще атмосфера снизу, города как очень бы через память, людей память. передается. Это Нью-Йорк. Это Лондон. Лондон. Этот мужик мне кричит, не снимай меня. Я говорю, что ты тут ходишь? Я архитектуру снимаю, а ты тут мешаешь. Sorry. А это мы случайно попали в Канны, как раз когда мы все Это шли на едем красную дорожку. Испания. Испания, Мадрид. Это проект был с Евгением Березнером. Да, Мы с Хака. Краснодар. Это винзавод, который нужно было оформить к Олимпиаде, что ли, или к чему-то, к какому-то Зимней событию. Олимпиаде в Сочи. Как раз нам единственным поручили это, но мы же не пьем. Да, потому что мы... И мы там сделали тоже несколько серий, в том числе вот эта серия метро была. Открытие там. Спонсировал же Фонд Айрис. фонд Айрис. Березнер! Да, Абрамович, у него денег навал. Вот это нью-йоркское метро, мы 3 работы соединили, 16 метров было этого метро нью-йоркского. Потом, видите, масштаб, если видно, там я стою. Я пришел как раз, сейчас будем показывать то, что... Уже поздно. Вот я стою так для масштаба, да? И вот такие работы были огромные, распечатаны. А перед этим буквально, интересно, вдруг сделали это крымские съемки, перформанс был, месяц пострижения. И я вот сделал с Наташей таких казаков. Чего мы сделали, я не буду. Они говорят, у нас там окон 18, И что вдруг они ли? говорят, а это же Казахский край, там, Краснодар, там все это. Я думаю, прекрасно, елки-палки, это вот для чего мы делали. И там около 20 работ таких вот, почти И вот 2 так метра. они там смотрелись, и главное, отражались в этих баках, где бродит вино. Это бродильный цех, мне очень Выставка нравится. на год была, и кто-то сказал, что они все там сняли, да, прекратили, а этих оставили. Да, оставили. Почему? Потому что к ним часто телевидение приезжает, и они все обязательно снимают отражения, значит, такие красивые отражения. Мозаичные. Да. Ну, а перед 2012 годом, перед концом света, у нас пошла такая какая-то мрачноватая тема, эволюция хаоса, Очень апокалипсис. мощная. И мы просто тут вам хотим показать вот съемки, да, вот Это то, с чего мы съемки. начинали, это фотографии. Ну, вы как фотограф скажете, что за фигня, да? Ну ничего себе, фигня, это я. Это я, да. Ну так, честно, да. Ну Ну, так да. себе съемки. Но вот работы, которые мы с Они них были. сделали. Это была большая серия, возможности диалога, она там из 4 состоит. И вот один Основатели. архитектор Антибов вдруг говорит, а вы не можете дать нам абстрактные работы? Мы хотим их в интерьер. Валер, ну некогда сейчас. Давай ты им расскажешь на... Вот, и слушайте, не Ё-моё. слушайте ее меня. Бывает момент. Вот. И мы им посылаем, штук 20 посылали. Ничего, что-то вроде, да, все красиво. А потом думаю, тут архитектор посмотрел ваш сайт, а можно вот такая красная одна, и вот предыдущая зеленая, кажется, или синяя. Вот это мы в спальню хотим. И они 2,5 метра в спальню мы вставили в фотошопе, она действительно красивая. И они их напечатали, и вот этот дом на продажу уже продали. Кто-то купил это. Как он спится? А? Как он спится? Не знаю. С такой картиной.
А что, оно же за спиной, а потом утром даже вставать не хочется, и на работу пошел. Ну и вот тоже из этой серии, она на самом деле большая, конечно, это очень выбрано сильно. Мы сделали выставку в Вот Аргентине. это. Крик апокалипсиса, Евгений 2012 Березнев год. нас приглашает вместе с одной женщиной, аргентинкой, на такой фестиваль, который «Эмоции» называется. И мы поехали туда, полетели смотреть зал, и нам сказали, что здесь был монастырь. Ну, я хожу вообще жутко как-то, волосы дыбом у меня, которых нет, становится. Вот. И я приехал, говорю, Наташа, там два зала, один зал будем делать как будто там монастырь, а второй как будто то, что я знаю, чувствую. Вот. Ну и мы вот сделали вот это крик апокалипсиса сделали. И потом через год мы в Чикаго попадаем, и там бурдиректор одна говорит, это вы же вы там делали, как же называется, центр. В Аргентине центр такой-то. Мы говорим, да. А вы знаете, что там было? Я говорю, да, этот монастырь был. Говорит, монастырь. Сначала монастырь, потом их прогнали, сделали тюрьму. А потом тюрьму прогнали, и там сделали сумасшедший дом. И там до сих пор, говорит, и там такие крики разносились, что местные жители туда, в общем, боятся даже ходить. А потом приезжает этот фотограф из Питера, Наташа. Слава Баран. Слава Баран. И говорит, я как раз приехал в Буэнос-Айрес и вижу, что по телевизору мелькнули вы там, ваши, и я узнаю, где выставка. Я на поезд, сажусь в такси, я говорю, мне, как же Орляки, как-то, не знаешь? Я не помню. Мне вот этот центр, арт-центр. Знаешь, чувак, он там сзади не местный, вот пойди к нему, он тебя отвезет, я тебя не повезу туда. Это после того, как мы Баранову рассказали эту историю. И только сейчас я понял, почему меня не вез этот местный клуб. И вот в этой же Аргентине второй был зал, который начинался вот с таких съемок. Кстати, съемки были в Дубае. Да. Персидский залив. В Персидском заливе, безумно соленая вода. Наташа говорит, что ты рано раскапиваешь? Она меня так утопит, значит, ты фотографируешь. А я выскакиваю, на грани называется, да? Я все, она говорит, что ты рано раскапиваешь? А ну давай попробуй. Она один раз тут, ой, что ты лежит? Ой, ну все поняла, давай, сколько можешь, сколько давай. Валер, называется он Риколетто. Риколетто, точно. Да, Риколетто. И такая серия родилась. И тоже интересно, вот такая вот серия родилась. И Наташа говорит, вот мы делаем такие вещи, а как их рассмотреть? Это же нужно напечатать хотя бы 3 метра. Но я нашел выход, я говорю, давай детали печатать. Есть здесь детали? Ну сначала еще, там таких штук 5. Ну да, мы сделали несколько работ, и мы начали печатать детали оттуда. Но потом вдруг Евгений Яковлевич Березнев предлагает нам работу. Ну, это та же выставка в Аргентине. Та же выставка в другом зале, и мы не 3 метра делаем, а сколько? А 6. Одна 6 метров, это 5 метров. Но таким образом реализовалась вот эта вот идея. Ну вот так Вот, где-то этот зал это выглядел. второй зал, который посвящен был вот монастырю. Вот и все. Дорогие товарищи. Да, это мы. На, Ну,